размечтались вечерком. Поскорей бы выйти замуж, надоело в девках прямо. Только за кого попало, выходить бы я не стала. Я пошла б за бизнесмена, как за каменную стену. Полюбился маме зять, только где ж такого взять? Ну, а я наверняка вышла бы за моряка. И пока он плавал в море, я б жила, не зная горя. Размечтались мы, девчата, измельчали все ребята. На диване им валяться, да футболом любоваться. Ох уж это молодежь, всем вам замуж не втерпешь. Разговор позвольте лезть. Знаю я, где парни есть. Ни один, ни два, ни три. Где же это? Говори! Посмотрите-ка сюда. Здесь, ребята, хоть куда. Не вояки. Ну и что ж, каждый статен и хорош. По персоне на сестру. Чур, я этого беру. Мне вот этот приглянулся, и вот этот улыбнулся. Все ребята хороши, прямо праздник для души. Девчата, вы почти правы. Сегодня праздник замечательных мужчин. Сильных, смелых, упорных и уверенных в себе. Поэтому давайте поздравим их от всего сердца. Добрый день, дорогие гости! Здравия желаю! Так звучит по-военному. Сегодня, накануне 23 февраля, мы рады приветствовать вас на нашем концерте, посвященному Дню Защитника Отечества. 23 февраля солдаты и старшины, офицеры и генералы отмечают этот праздник, вспоминая о службе ратной, о том возвышенном и прекрасном, тяжелом и горьком, что связано с ней, о живых и погибших, о надежных и верных соратниках и друзьях. Если вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то вы глубоко ошибаетесь. 23 февраля – это День защитника Отечества, и каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или сантехником, ученым или учителем, защитник. Слово для поздравления предоставляется директору школы Ильеву Дмитрию Владимировичу. Уважаемые коллеги, мужчины, юноши, девушки, замечательные, прекрасные. Я вас всех поздравляю с праздником День защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, успехов, любви, чтобы вас окружали самые близкие, дорогие, замечательные люди. Это праздник не только мужской, но и женский. У нас есть учителя, которые имеют на руках военный билет и военно обязанные. Молодые люди, помните про это. Уважаемые юноши, девушки, коллеги, чтобы у нас над нашими головами светило яркое солнце. Поменьше нам конфликтов, поменьше нам военных конфликтов. А если такое случилось, то мы должны встать на защиту нашей Родины, нашей школы, нашей семьи. Каждый из нас должен защищать нашу любимую Родину, наших родственников, папу, маму, бабушек с дедушкой, братишек, сестренок, всех родственников, одноклассников и всех тех, кто живет на нашей большой земле. Главное, чтобы был мир над головой. Чтобы не было войны, чтобы не гибли наши друзья и товарищи. Для этого нам нужно сделать все, что мы можем, и еще немножко. Поздравляю вас с праздником День защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, успехов, всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо за теплые слова. Для вас выступает Ибатуллин Рафис с песней «Темная ночь». Звезды мерцают.
не раз мы вдвоем. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Февральский ветер ворошил страницы, в календаре порядок наводя. Потом он вдруг решил остановиться на дате 23 февраля. Давным-давно был праздник установлен. Что говорить, традиция сильна. Мужчин мы поздравляем снова, желаем мира и добра. Даша, а ты знаешь, как появился праздник День защитника Отечества? Конечно, впервые он появился в 1918 году, как день рождения Красной Армии, и олицетворял собой победу под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. Дай-ка угадаю, и с тех пор каждый год 23 февраля отмечался как День Красной Армии? Ну, почти. В 1946 году он стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. В Новой России День воинской славы сохранился, но уже под новым названием – День защитника Отечества. Одно я знаю точно. Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время, 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. На сцену приглашаются ученики 3 А-класса. Мужчиной быть, конечно же, непросто, ведь надо все уметь, все мочь, все знать, решать судьбы, нелегкие вопросы и долг в стороне огромнейший отдать. Поэтому есть праздник очень важный, в который чтим мы истинных мужчин, всех тех, кто сердцем смелый и отважный, кто службы заслужил немалый чин. И пусть сегодня все стихи на свете для вас из уст родных людей звучат. Вы лучшие на всей большой планете. Нет смысла это даже отрицать. Пусть вас не трогают заботы, в семье все гладко, в доме смех. Желаем крепкого здоровья, пусть вам сопутствует успех. От всей души мы поздравляем вас с 23 февраля. И в День защитника желаем быть гордостью страны всегда. Ясного неба, лишь мирных сражений, роста карьерного и достижений. Пусть на все блага жизнь будет щедра, радости, счастья, любви вам, добра. Не успели русские люди забыть все тяжбы Великой Отечественной войны, как в дверь постучалась новая беда. Специальная военная операция на Украине – это тоже трагическая и героическая страница нашей истории. Мирное время, какое счастье, какая радость, но вновь не спят матери, провожая своих сыновей. Все новые и новые горячие точки вспыхивают на карте нашей страны. Человек немыслим без родины, края, места, где он родился. Но если есть родина, где мы живем, где жили наши предки, значит нужны люди, которые смогут ее защищать. Гордимся мы нашей великой страною и русского мира столица столиц. Но темные силы грозят нам войною, и вновь неспокойны у наших границ. Познали Берлин и Париж и Варшава, что русский солдат справедлив и силен. Но если война, мы вернемся за славой сияние российских победных знамен. Сильны наши войны духом народным, никто никогда не сломит наш народ. И будет врагам наказание Господнем всегда авиация, армия, флот. С надеждой глядит русский мир на Россию и знает врага и спасенный собрат, что огненной мощью и вежливой силой победу одержит российский солдат.
Сегодня на нашем празднике присутствует уважаемый гость, выпускник нашей школы, представитель общественной организации «Союз участников вооруженных конфликтов» в Чеченской Республике Набат. Маняпов Ильдус Фавильевич. Приглашаем вас на сцену. От общественной организации «Набат», от всех участников и ветеранов боевых действий Чеченской Республики и других локальных конфликтов хотелось бы весь мужской коллектив школы номер 2 поздравить с наступающим праздником 23 февраля. Вот. И в этот день же хотелось бы поддержать наших парней, которые сейчас выполняют специальную военную операцию. Вот. Мы, как общественная организация «Набат», уже 6 гуманитарных конвоев ребятам отправили. Вот. 3 гуманитарных конвоя в ноябре, в декабре, вот буквально недавно приехали. Непосредственно до позиции доезжаем, передаем все то, что всем миром собираем. Это и медикаменты, и продукты питания, вот, квадрокоптеры, тепловизоры, и все то, что нужно на фронт ребятам. Ситуация стабильно тяжелая, вот, но наши ребята, очень много столитаманских ребят, по частичной мобилизации ушло 650 человек, по броне вернулось около 200, вот 450 человек у нас примерно воюют сейчас на переднем крае. Все наши мобилизованные ребята. Вот. Они держатся молодцом, вот, поэтому мы их всех поддерживаем, всех ребят, которые сейчас находятся на фронте, в окопах. Вот. Также наши ветераны, как обычно, февраль месяц очень насыщенный, мы все ходим по школам. Очень приятно, спасибо, Дмитрий, за то, что в очередной раз приглашаете меня в мою родную школу номер 2, в которой я отучился с 1 по 9 класс, в которой я научился играть в баскетбол. Вот, мне сейчас 44 года, я до сих пор играю в эту замечательную игру. Вот, в стенах старого, так скажем, старого спортзала мы тренировались. Вот. И сейчас тоже готовимся, в апреле месяце в Ульяновске будет ветеранский турнир, будем туда готовиться ездить, отстаивать флаги города Столитамак, соответственно. Вот, в этой школе, в нашей школе родной, учится также мой сын, старший сын, поэтому большое спасибо, что приглашаете, очень приятно, очень отрадно, вот, и буду всегда по мере своей возможности приходить на любые мероприятия. Вот. Хотелось бы сказать нашему молодому поколению, вот, которое сейчас присутствует в зале и учится в школе, вы вырастете, дойдете до уровня 18-19 лет, ну сейчас, наверное, уже закон немного меняется, до 21 года, да, обязательно служите в армии, служите в элитных войсках, защищать нашу родину надо. Вы сами видите, сейчас обстановка очень тяжелая в мире. Весь мир против нас, так скажем, да, старается нас. Вот. Но мы себя в обиду не дадим. Мы во всех войнах всегда побеждали. И в этот раз тоже за нами будет победа. Поэтому надо быть всегда на острие атаки, всегда быть готовыми, по крайней мере, хотя бы морально. И парни, чтобы занимались спортом, чтобы были физически крепкими, за спортом уже и развивается дух, соответственно. Вот. Также хотелось бы, как я говорил, поздравить всех мужчин с праздником, но и после мужского праздника будет женский праздник. Вот. Милых дам, очаровательных дам школы и всего женского коллектива. Хочется с наступающим праздником также поздравить. Ну все, победа будет за нами. Спасибо.
вороньем. Только я умирать не спешу. Мы еще погуляем с тобой, потанцуем под небом ночным. Отслужив я приеду домой, и ты скажешь подружкам своим: русский парень от пули бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень от пули бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Пусть не скоро, но вновь за столом соберется вся наша семья. Про любовь под гитару споем и обнимемся слез не тая. Снова в небо ракета пошла, далеко я от дома теперь. Я хочу, чтоб меня ты ждала, я к тебе возвращусь, только верь. Русский парень от пули бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет, русский парень от пули бежит, русский парень от боли не стонет, русский парень в огне не горит, русский парень в воде не тонет. Каким представить мужество и как? Такой вопрос владел когда-то мною. Надземное оно или земное? Что необычного в его чертах? Я сущность мужества уразумела. Его характер ясен и суров. Где мужество, там подлинное дело, и нет на ветер выброшенных слов. Где мужество, там ярко, как пламя ключом горячим жизнь кипит всегда. Дороги не заносятся снегами, и льдом не покрывается вода. Оно в порыве, в поиске, в работе, в нем все земное, и лицо, и стать. Но без него о солнечном полете в душе бескрылый грех и помышлять. Ты мужчина, а значит защитник. Свой семейный очаг и покой, будто крепкой стеною гранитной, от невзгод заслоняешь собой. Защищать всех, кто близок и дорог, и заботой своей окружать. Для семьи быть надежной опорой и любую беду побеждать. Это долг всех мужчин настоящих, ты с успехом по жизни несешь. В праздник твой пожелаю лишь счастья, остальное и сам ты возьмешь. На сцену приглашаются коллектив Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства с танцем «Солдатский перепляс».
праздник пожелаем вам терпения в решении ваших жизненных задач. Здоровья вам, любви и вдохновения, успехов творческих и всяческих удач. Наш праздничный концерт подошел к концу. С праздником! Ура! Ура!